Это мои родители. В молодости. Снято году в 29-м или 30-м. Меня еще нет. Я должен появиться на свет только через 3 года. А вот фотографии бабушки и дедушки не сохранились. Все семейные фото сгорели в феврале 42-го года в блокаду вместе с нашим домом. Память о бабушке связана со сладким вкусом малинового варенья и ароматом лежащих на чердаке антоновских яблок. А еще бабушка была большой мастерицей по части гефилте фиш. В сентябре 41-го бабушку и всех других моих родичей фашисты уложили в расстрельную яму под Могилевым. Бабушка говорила на странном и непонятном языке. Это был язык идиш. Меня зовут Александр Городницкий. Мне 75. Я родился в Ленинграде. Пережил блокаду. Я профессор геофизики. Всю жизнь проработал в экспедициях на Крайнем Севере и в Мировом океане. Побывал на Северном полюсе и в Антарктиде. Погружался на океанское дно. Объездил весь земной шар. Мой родной язык русский. На нем я написал много стихов и песен, некоторые из которых стали народными. И только сейчас я внезапно понял, что почти ничего не знаю о моих еврейских предках, языке идиш, на котором они говорили. И я поехал в Могилев, где родились и выросли мои родители, и где в 41-м фашисты убили всех моих близких родственников. Только наружу из дома выйдешь, сразу увидишь. Кончился идиш, кончился идиш, кончился идиш. В чешских Грачанах, Вене, Вильно, Минске и Польше. Там, где звучал он прежде обильно, нет его больше. Те, кто в местечках некогда жил, им нет на погостах. В небо унес их черный жирный дым Холокоста. Кончили разом пулей газом с племенем мерзким, чтоб не мешала эта зараза Хебру с немецким. Книге потомков вырвана с корнем эта страница, с песней о том, как Ицек упорно хочет жениться. В будущем где-то жизни без гетто им пожелай-ка. Дом балалайка, шпиль балалайка, штиль балалайка. Те, в ком когда-то звонкое слово зрело и крепло, браком безмолвным сделались снова горсткою пепла. Пыльные книги смотрят в обиде в снежную заметь. Кончился идиш, вечная память. Пыльные книги смотрят в обиде в снежную заметь. Кончился идиш, вечная память. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Готовясь к поездке, я пытался отыскать в киноархивах какие-нибудь материалы о евреях Беларуси. И неожиданно нашел фильм о жизни еврейского местечка, снятый, как ни странно, еще Владимиром Маяковским и Лилией Брик. Вот так примерно жили когда-то и мои предки в Белоруссии в черте оседлости. Такими они были. В поисках прошлого я и отправился в Могилев. Могилев встретил меня дождем. В напрасных поисках дедовского дома я долго бродил по старым районам города
вспоминая обрывки домашних разговоров на идише. В этой части Могилева идиш звучал когда-то повсюду. Здесь был густонаселенный еврейский район. Сейчас здесь тишина и запустение. Жизнь как лето коротка, видишь, я не знаю языка, идиш, достояние моего предка, да и слышал я его редко. Не учил его азы, грустно, мой единственный язык русский. Но состарившись, я как скрою расхождение языка с кровью. Мой отец перед войной с мамой говорил на нем порой мало, чтобы я их разговор не понял. Это все я до сих пор помню. Я не знаю языка, значит, не на нем моя строка плачет, не на нем моя звенит песня. И какой же я аид, если позабыл я своего деда, словно нет мне до него дела. Вдаль уносится река, жарко, я не знаю языка, жалко. В этих домиках, согретых теплым дымом очага, звучал идиш. Говорят, что 10 столетий назад он возник в Германии. Оттуда мои далекие предки принесли его в Польшу и Белоруссию. На этом языке здесь веками торговались, объяснялись любви, пели колыбельные песни. В надежде узнать побольше о прежних временах, я пришел в дом к старым могилевчанам, ровесникам моих родителей, Софье и Евгению Шифриным. А вы помните песни на идише? Да, я могу и спеть даже. Сонечка, ну вас лахсты. Заябисало серьезно. Значит, вступление такое к этой песне. Вот. До войны много евреев жило по деревням, а эти, кто занимался мелкой торговлей, кто занимался сельским хозяйством, а в Климовичах, допустим, там уже были мастеровые. По-еврейски их называли балмелохес. Вот. И оттуда старались мальчиков и девочек отдать на учебу, чтобы Эрзолых верна балмелохе, чтобы он тоже получил специальность. Флектемоге мемленнензех, одера Шустер, одера Шнайдер, одера Шмид. Из воз алид. Ich sag der Ballaboste, es will sich etwas essen. Sie dreht sich, sie macht sich, als sie vergessen. Oi weh, zu meinen Jorn. Aber so hab ich gedacht, von der Heime wegzufahren. Держи меня за руку. Ihr sagt der Ballaboste, ich wollte essen ein Stückel Tegel. Sie dreht sich, sie macht sich, als ist tätlich. Oi weh, zu meinen Jorn, aber so bin ich gedacht, von der Heime wegzufahren. Die Ballaboste sagt, es mein Kind zu satt, und Stillerheit sagt, frisst wie ein Soldat. Oi weh, zu meinen Jorn, aber so bin ich gedacht, von der Heime wegzufahren.
Я приехал в Могилев, надеясь найти могилу моей бабушки и других близких. Журналист Александр Литин, автор книги «Евреи Могилева», помог мне отыскать в поселке Пашково место, куда в 1941 году немцы свозили для уничтожения могилевских евреев. В течение, наверное, 3-10 октября были самые массовые уничтожения, когда уничтожали сразу по несколько тысяч людей. Это было то место, Могилев, где испытывались душегубки, то есть машины, в которых происходило удушение людей газом, выхлопным газом. По всей видимости, здесь и лежит моя бабушка вместе с другими родичами. После дождика небо светлеет, над ветвями кружит воронье. Здесь лежит моя бабушка Лея и убитые сестры ее. Представительниц славного рода, что не встанет уже никогда, в октябре 1941 года их прикладами гнали сюда. Если бы вместе здесь с папой и мамой оказались себе на беду, мы бы тоже легли в эту яму в том далеком проклятом году. Нас спасла не Всевышняя сила, ограничив смертельный улов, просто денег у нас не хватило для поездки в родной Могилев. Понапрасну кукушка на ветке мои годы считает вдали. В эту яму ушли мои предки и с собою язык унесли. Обживают их душу устало поднебесный заоблачный слой, где парят персонажи Шагала над родной белорусской землей. Вспоминаю я только по фрескам допотопной оседлости рай. Этот город не станет еврейским. Юденфрай, Юденфрай, Юденфрай. Будет долгой зима по приметам, шлях пустынный пылит в стороне. Я последний, кто помнит об этом в этой богом забытой стране, где природа добрее, чем люди, и шумит, заглушая слова, в ветровом нескончаемом гуде на окрестных березах листва. Говорят, что все дороги ведут в Рим. До войны в Белоруссии все дороги вели к Идишу, а теперь они ведут к местам памятных боев и братских захоронений. Во время войны евреи себя не запятнали. Ребята боевые были. Вот со мной в дивизионе было 2-3 человека, понимаете, очень боевые ребята. А воевали вы кем? То я воевал в противотанковом истребительном дивизионе, был старшим разведчиком дивизиона. Я вернулся с наградами. 2 медали за отвагу, орден Красной Звезды, а потом уже Отечественной войны. Нормально? Вот. Тем более, что я демобилизовался в 20 лет. Сразу после войны Самуил Исаакович Штейнер приехал в Воложин. Евреи жили в Воложине с XVI века. Именно здесь, в начале XIX века, Хаим Воложенер основал знаменитую религиозную школу Ешиву, носящую теперь его имя – Эцхаим. В этой Ешиве учились известные еврейские поэты и писатели – Бялик, Бердичевский и другие. Сюда, на еврейское кладбище, до сих пор приезжают религиозные евреи из всех стран мира. А вы говорите на идиш? Вы знаете что? У меня был друг, врач. Его уже нет, вот умер. Это вот мы иногда с ним ходили по Воложину, такой Исаак Рутберг. Ходили по Воложину, вспоминали язык родителей и разговаривали между собой. Вот. Просто так, то самое. Он слово, я слово, и у нас что-то получалось. А дети ваши говорят на идиш? Абсолютно не знают. Дочка знает только 2 слова. Их бинагута медленная. Вот. Это ее бабушка когда-то научила. А внучка вообще не понимает ни одного слова.
Год из года он все дороже мне, этот город, что сердцу мил. Я последний еврей в Воложине, и меня зовут Самуил. Я последний еврей в Воложине, и меня зовут Самуил. Всю войну прошел, как положено, ордена свои заслужил. Босоногое детство ожило и проносится надо мной. Было 7 синагог в Воложине в 41-м перед войной. Понапрасну со мною спорите, мол, не так уж страшна беда. От поющих на идиш в городе не осталось теперь следа. До сих пор отыскать не можем мы неопознанных их могил. Я последний еврей в Воложине, и меня зовут Самуил. Одиноким остался нынче, и от братьев своих отвык. Я родные забыл обычаи, я родной позабыл язык. Над полями и перелесками к югу тянутся журавли. Навсегда имена еврейские с белорусской ушли земли. Я последний еврей в Воложине, мне 9-й десяток лет. Не сегодня, так завтра тоже я убиенным уйду во след. Помоги, всемогущий Боже, мне не хватает для жизни сил. Я последний еврей в Воложине, и меня зовут Самуил. Главная достопримечательность местечка Вишнево – колодец. Вот этот колодец. Этот колодец называют здесь колодцем Шимона Переса. Здесь Перес-папа и Перес-сын много лет набирали воду в ведра. Воды с тех пор утекло много. Перес-младший стал президентом Израиля, а местные жители, как и прежде, берут воду из этого колодца. А правда, что раньше в Вишнево жили одни евреи? Ну, евреи, их на местечко, да, Кревская улица, Воложенская, наша Кревская, Вильнинская, евреи. Вообще были магазины хорошие, могли богатые. А расскажите, как вы у них работали? У них хорошо, замечательно. Я с детьми была. Она продавала куня шельбуская, и Довид был муж. А я еврейскую говорю так точно, как они. Ну, и тогда сядем есть. Я ем, мне дадут одно крыло. Понимаете, что крыло? Куриное. Знаете, хлопцы? Мне маловато, думаю, глянь, ну что ж, ничего не зробишь, хозяин мусит есть и более, дети тоже, матка. Так я тогда и так возьму, сяду тихенько и так кажу. Да я вот, да, царь Довіда. Кажу, Барух, а то одиной. Элахейна, элахейло. Мы целых именно говорит омейн. Ведь он мне половину своего мяса, куня ничего не скажет. Раз мне отрежет и дальше забьем. Мне платили они 12 злотых. А вы понимаете, что это злотые, не? А ничто не могу с вами что говорить. 12 злотых – это 6 пудов хлеба на 1 месяц. И то просили, и что и на платье. А платье не такое просто, а такое, неколи было монголь, хлебзарджет, такие важные были, магазин был великий. Ага, и на платье все добро давали, нема что говорить. Я по-еврейски расписывался бело, Чесновска. А теперь все, потому что с 90-х годов, что вы хотите. Я и французский умею. Кески сами съем, кому боку травое. Как дела, хлопец? Нормально, все хорошо. И вы по чешку, ну и по каждому умею. Так что не училась, а иметь умею. По слову каждому. А кто-нибудь сейчас на идише говорит?
Так а хто ж буде говорити на тому язикі, тих нема нікого. Были, так на своем языке каждый говорит. Я вот говорю по-белорусскому. Ходжу до костела, молюсь по-польскому. Як я вмію, так і роблю. А їх нема нікого. Стала эта война, все. Так, которые с партизанов дышать жили, которые забиты, застались забиты. Ай-яй-яй, нема никого. Несмотря на все общие черты, каждое местечко, в которых жили очень много евреев, обладало уникальной особенностью какой-то, каким-то своим лицом. Теперь очень трудно судить об этих особенностях, потому что от них почти ничего не осталось. Понимаете? Все места стали похожими в смысле потерь. Тех потерь, которые понесли и местечки, и города, которые обладали своей атмосферой особой. Поэтому очень трудно судить об особенностях тех, которые были когда-то. Я тоже по рассказам знаю, что такое был Витебск. Я по рассказам воображаю, что это был совершенно потрясающий город. Для художника это была просто находка. Там можно было жить. Вот если ты художником еще становится на место, так же, как в Венеции, допустим. Художник становится, он может писать туда, он может писать сюда, он может писать сюда и назад. Понимаете, там все было красиво, там все было так закомпоновано, и так природой, и условиями жизни создано, что нужно было, ничего не надо было думать, надо было просто писать. Художник Майданцик серию своих картин о Витебске посвятил Марку Шагалу. Вот он, этот город, с которым Шагал не расставался в своем творчестве до самой смерти. Здесь он родился и вырос, здесь поначалу восторженно принял Октябрьскую революцию. Даже был 2,5 года в Витебске комиссаром по культуре. Витебск с того времени гордился своим трамваем, одним из первых в России. Этот город стал столицей черты оседлости, и, конечно, все более-менее одаренные люди из глухих и отдаленных местечек старались попасть сюда. А в лихие годы революции сюда же бежали из голодного Петрограда многие художники, писатели и музыканты. И, пожалуй, впервые еврейское местечко и русская столица заглянули в глаза друг другу. Дом Марка Шагала. Отсюда он уехал, чтобы больше уже никогда не возвращаться в родной Витебск. Как грустный странник, я только нес все годы твое дыхание на моих картинах, напишет он, обращаясь к Витебску. Идиш – это особое воспитание, это особая аура. На этой почве выросли и писатели, и художники тоже, потому что такие художники, как, например, Шагал, он целиком вырос на почве идиш, воспитан в этой атмосфере. Здесь он был уникален, здесь он был эксклюзивен в каждой работе, он был совершенно неподражаем. Это гениально, понимаете?
Это же чудо. Получается, что язык отражается в живописи, так? Вот давайте вернемся немножечко назад. У Левитана было что-то еврейское или нет? Я думаю, что если рядом поставить Шишкина и Левитана, вы моментально, может быть, вы даже слова не подберете для определения, но вы чувствуете разницу ощущений, разницу восприятия, разницу, так сказать, того нутра и той лирики, которой обладал Левитан. Шишкин, я не умаляю его достоинства, он прекрасный художник, но Левитан другой, просто другой. И я думаю, что вот влияние, это самое, что Левитан писал свои пейзажи во многом, так сказать, обладая на генном уровне идыш. Или вот взять рядом с Минском местечко Смиловичи, в котором родился Сутин. Я считаю, гениальный живописец. Именно живописец. Вряд ли кто с ним может потягаться, потому что живопись это надо чувствовать печенками, это надо ощущать нутром. Живопись Сутина полнокровная, витаминизированная и калорийная. Он великий живописец. Его очень часто били, его родители не хотели, чтобы он был художником, потому что такое художник? Это не специальность. Вот, а Шнайдер это, значит, это специальность. Понимаете, да? Так вот, значит, он убегал и все равно рисовал при первой же возможности. Вот, значит, попав в Париж, он очутился на том пятачке, где жили все художники. Этот Улей, известный в Париже. Сутин дружил с Модильяни тогда. Оба неплохие евреи. Этот итальянский, а этот белорусский. И Сутин ходил постоянно, неотрывно исследуя за Модильяни и говорил: ты гений, ты гений, ты гений. А Модильяни оборачивался и говорит: нет, ты гений, ты гений. Захолустные еврейские местечки подарили миру не только великих художников, но и таких поэтов и писателей, как Мендель Цфорем, Шолом Алейхем, Хаим Бярик, Шмуэль Галкин, таких композиторов, как Ирвинг Берлин и многих других. Правда, сегодня в Смиловичах другие достопримечательности. Войлочная фабрика, где валяют валенки, да чебуречная. Моя девичья фамилия Окунь, Галина Шнейеровна. Вот, да, но так как тут это не воспринимается, то в переводе на русский Баранова Галина Александровна. Такова наша действительность. Что сделать? А ваши дети кем записаны? Ну, вы же сами знаете, в силу необходимости приходилось писать их не тем, кто они были на самом деле. Потому что надо было давать высшее образование, надо было поступать, а доступ был прикрыт. Здесь же в Смиловичах было когда-то 700 евреев. А сейчас сколько? Нас 4 осталось. Кто в Штатах, кто в Израиле, кто в Канаду, кто в Австралию. Все кончилось. Нету общения. Не с кем.
А вот на кладбище только ходим, иногда собираемся. Ассимиляция происходит. Помню. Вот это самое страшное. А кто в этом виноват? Вот я хотел бы вас спросить. Не только Гитлер. Тут виноватых очень много. Начиная и до Сталина, и после Сталина. Да уж, без Сталина не обошлось. Сталин продолжил дело Гитлера, и начал он с Минска. Вот та улица в Минске, где утром 14 января 1948 года было найдено тело великого артиста и режиссера Соломона Михоэлса, председателя еврейского антифашистского комитета. На этом месте наперед была решена судьба советских евреев. Уже в августе 1952 года были расстреляны члены еврейского антифашистского комитета, в том числе видные поэты и писатели, писавшие на идише. Начались повальные аресты евреев. Были закрыты все газеты, издательства и театры на идише. А меньше чем через год, в январе 1953-го, началось дело врачей-евреев, обвиненных в намеренном умерщвлении первых лиц государства. Пошла открытая травля евреев в печати, поползли слухи о готовящейся депортации. Вот так еврейскому народу в Советском Союзе, языку идиш, был нанесен второй смертельный удар этим великим специалистам по вопросам языкознания. А как вы считаете, есть ли будущее у языка идиш? Ну, наверное, что-то есть, по крайней мере, надо, чтобы было. Потому что если умирает язык, умирает вообще все, умирает жизнь. Язык надо восстанавливать любыми способами. Я так культура считаю. умирает все. Ну как мог быть еврейский язык, когда ни одной газеты, ничего же не выпускалось после войны? Я считаю, плохо даже, что белорусского языка толком нет. Что отказались от белорусского языка. Должен быть свой язык, своя после культура. Войны на белорусском и математику преподавали. Я вот вела на белорусском, класса. я не могу отказаться от белорусского языка. Это мой родной язык. Мы тоже жили все вместе, мы ж не разбирались, у нас разницы не было. Белорусы, русские, евреи, мы все хорошо, мирно жили. Но как? Тех же людей не вернешь, про которые уехали. Да? Действительность, проклята будь она, забыть бы ее поскорее. На родине Хаима Сутина 4 последних еврея живут ароматом хвои дыша. Их мучает ночью бессонница, не знают давно они идиша, но что-то, наверное, помнится. И словно потерянный клад ища, нарядный придав себе вид они, идут на еврейское кладбище с разбитыми пыльными плитами, шумят деревенские пьяницы, собака соседская воет. На завтра их 3 останется, а после, наверное, 2. В окрестностях теплые дождики и осени рыжей отметины. В отличие от художника, им Бог не дарует бессмертие. Уехали за море отпрыски, кто был бы традициям рад еще, и некому будет здесь попросту ходить на забытое кладбище, в местечке, где люди над Торою склонялись, исследуя суть ее, навеки вошедшим в историю, как родина Хаима Сутина.
Мне в жизни довелось объездить много стран, весь земной шар. Я слышал много разных языков и наречий, но никогда не сталкивался с подобной проблемой. А сейчас я мотаюсь по белорусским проселкам, как Чичиков в поисках мертвых душ. Лица, дороги, местечки, вчерашние, сегодняшние. И у всех, с кем я встречаюсь, в глазах вопрос. И, наверное, тот же вопрос в моих глазах. Да нужен ли сегодня идиш? Нужен ли он, если народ, говоривший на нем, уже исчез? Если евреев в Белоруссии почти не осталось? Сегодня носители идиша часто уже не евреи, а белорусы, которые помнят его там, где евреи его давно позабыли. Так нужен ли этот язык сегодня? И что дальше? Что же такое идиш? Что это? Я считаю, что надо все-таки, это наш родной язык, маме лошен, язык матери. Миторем nicht vergessen. Darf lernen. Идиш, он хотя распространился по всему миру, но у него нет будущего. Внуки мои будут говорить на идиш. Я научу. Единственное, в чем, может быть, есть какая-то зацепка для его сохранения, это музыки и песни. Я родился в Хойниках, Гомельская область. Там у нас вообще похойка, вообще русские даже говорили по-идиш. Идиш нет, он никогда не исчезнет. С таким богатством, такая палитра мелодий, слов, выражений, шуток, анекдотов. Конечно, с ивритом его не сравнить, иврит язык серьезный. И поэтому, когда израильтянин хочет сказать какую-то шуточку, он говорит на идиш. Он переходит на идиш. Я помню, мама мне говорила, она говорила, пойдем на улицу, хопен кишки, свежий воздух. Когда Тобашевица Зингера спросили, а сколько можно на идиш писать? Он же уже практически погибает. Он говорит, он погибает уже 500 лет. То есть продолжает в том же духе. Пока существует хоть один человек, говорящий на идиш, то разговоры о том, что этот язык мертв, по-моему, не состоятельны. Идиш, я скажу, тут есть вина Израиля тоже. Вот это вот их отношения. Ну, что мы, евреи, почему мы не можем говорить в глаза друг другу то, что мы думаем, то, что мы знаем. Они на самом деле на каком-то этапе вообще, не признавали. То есть, фактически, евреи уничтожали еврейское прошлое, если так говорить. И это неправильная точка зрения, что это язык рабов. Это упрощенный, одноклеточный, так сказать, взгляд. Одноклеточный взгляд на идиш и на то, что евреи здесь, те, которые жили здесь, были рабами. Это абсурд. Я категорически против. Это враждебная, я считаю, евреям точка зрения. В Израиле ведь на идише запрещено было играть. Я видела своими глазами эту бумажку, приказ на государственном уровне. Запрещены спектакли на идиш. Идиш – это мама лошен, это ностальгия. И когда мы уже уйдем, так это идиш сойдет с арены. И это жалко. Я желаю, чтобы было будущее. Чтобы все были здесь, и чтобы... И чтобы было будущее для идиша языка. Такой красивый язык. Нет такого языка, нет никакой язык לא דומה לו, לא ישווה לו, не похоже. Можно сравнить. У меня из головы все не выходит еще одна встреча с Миловичем. Это пожилая женщина, которую все соседи называют просто Баба Геля. У нас основная улица была еврейская. У нас 5 хат только русских. И парни евреи, и девушки евреи, все евреи. Я очень хорошо разговариваю по-еврейски. Ich kann Lieder singen.
Зинген? Ja. Lo mir trinken alle Chaim, ja, ja, ja. Fahr dem Leben, fahr dem Naim, ja, ja, ja. Fahr Октябрь, революция, ja, ja, ja. У Сталинс Конституция, ja, ja, ja. О! Я же говорю, что все знаю. Частушки могу. Танц мейдла гулит, вайбер, ёшки смейдла, вилла знайде. Он наклеит, он надан, ёшки смейдла, готтаман. Вот так. Поняли? На заброшенном еврейском кладбище в местечке Рышковичи, куда привел нас русский певец и художник Анатолий Наливаев, моросил мелкий холодный дождь. Внук местного священника, в детстве изучивший идиш, он хорошо помнит, как в годы войны на его глазах немцы убили здесь сотни евреев, которые лежат теперь на этом кладбище. Среди них много его товарищей по детским играм. Раз в году он приезжает сюда их навестить. במעלות קדושים, קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע, מאירים ומזהירים. Esmis Achinu bnei Israel הקדושים והטהורים שנפלו בדהירה יצחקים ונשפכו צומם באושוויץ מיידנק Треблинка, гетто Бишкло. Густая трава покрывает погост позаброшенный тот, где русский певец Наливаев над мертвыми кадиш поет. Витает печальное слово над ржавчиной пыльных оград у старого города Шклова, где сотни евреев лежат. По случаю их пережил я, и песни о них я сложил. Не кровь, что струится по жилам, а кровь, что струится из жил, навеки связала нас вместе, всем связям иным вопреки. И больше не знаю я чести, родные мои старики. Вела меня доля иная по водам далеких морей, но звания лучше не знаю, чем древнее имя еврей, с которым назло Амалеку под вопли враждебных племен смогли мы форсировать реку, холодную реку времен. Вот так вот, два еврея. Он встал, и я встал. А вы знаете идиш? Я четверный еврей. Как-то я не буду знать. Я все по-идиш, все я помню и все знаю. Ну скажите что-нибудь. И как он? Понимаете? Я четверный еврей. Если вы не верите, а я не взял с собой. Я сидел в тюрьмах. С 99-го года я
на свободе, слава Богу. Как вас зовут? Иосиф. А фамилия? Левицкий. Тем более это левит, а левиты, которые в синагоге, вы знаете, самые старшие. После равенных. Все мои в Америке живут. 11 числа я получил паспорт. Они ждут меня там. Там у меня Яшка, Сонька, все в Америке, в Бруклине. Может, я соединюсь, слава Богу. Слава Богу, я, может, соединюсь с ними. Я давно их не видел. Gefilte Fisch mit Pfeffer und ein bisschen Brot. Покинув черту оседлости, к берегам Нового Света в полную неизвестность ехали мелкие ремесленники, сапожники, вологулы, мусорщики и кузнецы. И сколько ни рылись таможенники в их жалких пожитках, они не смогли обнаружить единственную драгоценность, которую везли с собой эмигранты – язык идиш. Они ехали, чтобы стать потом великими музыкантами и художниками, миллионерами и нобелевскими лауреатами. Это был путь к свободе. Вы свободны? Да. Можем узнать какие-то интересные места, связанные с историей еврейской части этого города? Ну, конечно, пожалуйста, да? Можно, да. Да. А население сильно поменялось за последние десятилетия, да? Конечно. Многие поуезжали. Был же как бы еврейская столица Беларуси. Да, это после Одессы считался второй город, да. Во всех анекдотах все Бобруйск. Бобруйск, да. Поуезжали в море, людей уехало, ученых, и музыкантов, и врачей известных. Со Старой Гвардии никого не осталось. Город опустел, можно считать. Если раньше те, кто уезжал, еще приезжал сюда иногда в гости, то теперь не осталось тех людей, которые могли сюда приехать. И уже едешь на улице, не услышишь нигде? Да, больше такого нету. Вот мы только познакомились с Александром Моисеевичем. Я пригласил его поговорить о жизни. Спасибо. Пожалуйста. Вильнюс. Когда-то жили они в Вильнюсе. Это маленький, в школе учится, пионер. Фима молодость. В начале трудовой деятельности. Раньше вообще была высшая лига по интеллекту, по развитию. Это были старые таксисты, послевоенные. Не то, что это теперь вот шантропаиты. Это не таксисты. Это так. Не, они с шашечками ездят, ну, по интеллекту, по развитию своему они на таксистов не тянут даже близко. Раньше, да, город Бобруйск можно было сразу узнать по говору, по национальному колориту. Очень было много больших людей, знаменитостей, специалистов, среди врачей, учителей, музыкантов. Вообще все раньше в жизни было иначе. Цыгана можно было увидеть за 100 километров, что это был цыган. И еврея можно было узнать. Теперь не осталось, уже все стерлось. Ничего не осталось такого яркого в нашей жизни, как было раньше. Все уехало, все ушло в историю. Ничто не вечно. Это семейные родители. Помню, когда папа отложил петушков молоденьких, покупал на базаре и над головой крутил мне и брату, ну, брат поменьше меня на 7 лет. Вот, Тейтов Капорес, он говорил это, Афунитыш. Вот это я запомнил.
Папа умница был. Папа говорил он пейлыш там на древнееврейском. Ну, это умнейший язык был по тем временам. Когда и в синагогу ходили. Но теперь же нету ничего. Не, оно есть, но оно пустует. Вот я один зашел попросить мацы на Пасху. Больше никто. Я знаю, что есть такое слово «досыстейт захнет». Это не годится все, что нас окружает. Таких только два. Вот. Еще есть один Магендовец такой, у друга моего. Тоже водитель, бывший на пенсии сейчас. Почему-то все носят кресты. А почему я не могу носить Магендовец? Я считаю, что это так. Придешь в баню помыться, попариться. Разделся, все видят у тебя. Чего? Не жарко тебе там, пар же большой. Магендовец это... Что видели все, что это зашел Аид в автобус, в троллейбус, в компании, еще где-нибудь. Ефим Гренадер показал мне видеозапись своего недавнего 60-летнего юбилея, где, кстати, он оказался единственным евреем. רבותיי, נחתנו בלואן הסופר של השעה המקומית 11:35 בלילה. אנא יישארו יושבים במקומותיכם עד לעצירתו המוחלטת של המטוס, וזכרו נא כי העישון במטוס או בקרבתו אסור בהחלט.
Когда, впервые попав в Израиль, я спросил мою знакомую Виолетту, как проехать к Стене Плача, она сказала: «Зачем вам Стена Плача? Прижмитесь к любой и плачьте». Мудрая женщина. У каждого человека есть своя Стена Плача. И люди, уже уехавшие в Израиль, часто хотят прижаться к родным стенам, покинутым ими в дальнем краю. Один из них – мой новый знакомый Роман, бывший десантник. Он попросил меня снять в Бобруйске дом, в котором он родился. Да, вот это наши окна, наверное. Вот это кухня, зал, и там еще окно в спальне. Сейчас называется улица Ермака, ну. А раньше это называлось поселок Новый Свет. Улица Ермака. Причем Ермак к Бобруйску трудно понять. Вроде как бы казаки все уехали. Нет, вы что, не дай бог. Нет. Сестра. Это Рая, казачонок. Напилась я пьяна, не дойду я до дому, довела меня трубка дальняя. Это что, она с салом, что ли? Вишневого сада. Там кукушка кукует, мое сердце волнует. И скажи, это сколько-то они выпили это уже. мне, где мой милый ночует. Да. Я думаю, что они там вдвоем остались из старых жильцов. Так вот, интересно, Фуксон жил или нет? Фуксон. Рома Фуксон у нас жил здесь вот. Да? Фуксон жив? Помню. Ну. Вы что? Фуксон? Он уехал. Куда он уехал? В Израиль. Вот я его знаю. Вот его отец посадил вон и грушу. И тополь посадил его отец. Да. Идемте сюда. Да. Идемте, я вам покажу. При мне тополь посадил он. Он принес ветку кривую, вот он этот тополь посадил сам. И вот ту и грушу. Приехавшие из края лесов и болот в пустыню, они и здесь научились сажать деревья. Эта земля, раньше пустынная или заболоченная, где люди гибли от малярии, преобразилась, и приехавшие превратили ее в цветущий сад. Но оказалось, что мало бережно выращивать, надо еще и защищать то, что растет. Я всегда хотел быть солдатом. Вот маленький я был в детском саду. Кто-то там меня случайно, не распознав, назвал жидом. Я пришел домой и сказал, что все, меня назвали жидом, я не хочу быть евреем. Не хочу быть евреем. Единственный аргумент, оставивший меня в еврействе, это было то, что евреи тоже бывают солдатами. Трава мокрая. Нужно ставить ногу на всю стопу, полностью. Вперед.
Десантник Роман Ратнер теперь командир элитного батальона «Алия» и обучает бойцов в борьбе со снайперами-террористами. У меня никогда в Израиле не было ощущения, что я не дома. Когда первый раз приехал в Израиль в 1992 году, я поймал себя на мысли, вот это ощущение очень хорошо запомнил, что смотри, вывески написаны на еврейскими буквами. Это было, наверное, самое большое впечатление. Там не дома, не природа. Вот вывески написаны. Дело в том, что моя бабушка второй раз вышла замуж за бобруйского раввина. И он меня когда-то пытался учить алфавиту, но вот буквы, когда я увидел эти буквы, это было очень важно. Моя бабушка, папина мама, говорила, писала, читала и на идыше, и на иврите. А дедушка мой, мамин папа, никогда не говорил на идыш. А перед смертью перестал говорить по-русски. И начал говорить только на идыш. Он просто перестал говорить. Вот за несколько дней до смерти он просто перестал говорить на русском. Идыш поднимается где-то из-под корки. У меня постоянно есть ощущение, что что-то такое ушло безвозвратно вот с идышем. Потому что это была часть моей жизни. Вот я был маленький, я помню, я слышал все время идыш, 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 идыш. И это ушло. И ощущение себя евреем, оно же ведь в первую очередь было связано с идышем. Оно было связано с идышем. Мы знали, что мы евреи, мы говорим, наши все говорим, мы поем песни на идыш. Я очень любил ходить на свадьбы в Бобруйске, и где пели песни на идыш. А потом это все пропало. И это очень плохо. Это одна из причин, почему я не хочу ехать в Бобруйск, потому что я не услышу там нигде, чтобы кто-то говорил на идыш. Еще перед поездкой в Израиль я побывал на шаббате в Минской еврейской общине. Люди регулярно приходят сюда пообщаться и набраться душевных сил. Вечер перешел в настоящий концерт. Этот хор называется «Идише Фейгела» — «Еврейские птички». Хотим оспорить ваш тезис о бесперспективности идиша в Беларуси. Да. Вот Николай, один из первых идишистов, нового идишиста в Беларуси, он уже почти 25 лет этим языком занимается. Да, и угадайте, что это такое? Ich leg sich auf dich und Ton und Verbesserheit, auf nüchtern Herzen, noch laufen dem Taten. Я могу рассказывать долго. Это вот первая книжка, по которой мы учили. Так я ее на память выучу Буси. И вот видите, вот тут вот... По-прежнему учить, да. Видишь, это конечно. И вот видите, вот тут каждая вот дневная норма, мы прочитывали все. И потом вот в конце, поэтому вот это смены, да, и вот первый слоник, вот поэтому мы составляем. А как же КГБ?
В конторе ошалели все. Мы думали, что там начнут нас это там все терроризировать. Ноль, как будто и не было. И тихонько развернулись и ушли. Так будет выглядеть обложка нового идиш-белорусского словаря. Но это какой-то вот словарь Unicode. Европейский Unicode. Это маца? Да, маца, да, маца. Ну, немножко белорусского национализма и еврейского. Флаг, бело-червоно-белый флаг белорусский и израильский. Я в гостях у минских художников-реставраторов Александра Остроуха, Ивана Медведева, Николая Золотухи и Игоря Кныша. Белорусские ребята, которые много лет с энтузиазмом занимаются реставрацией не только картин, но и языка идиш. Причем начали они это тогда, когда идиш был еще под строгим запретом. В Минске невозможно было услышать языка вот такого доверительного. Ну, все равно воспринимался как кагибист, если ты просишь человека там научить или показать. Там просто действительно было время страшное, так боялись. И учить, и все. Ну, евреям не пробиться было, не подпускали, Данциг себе близко не подпускал. Релиса мы не знали. Страшно. Да, как я знаю, что это. Да, с одной стороны. С другой стороны, конечно, советская жуткая эта культура. Маразм это, да, идеологический, ну, особенно в сфере искусства, это союз художников, который тоже невозможно было вставиться, или там, это как назывался, комбинат художественный назывался, корыто. И вдруг в 1984 году мы первый раз поехали реставратором, которые уже были реставраторы в городе Мстислав на практику. У нас был последний курс, да, вот, и там начался наш идиш, да. Ну, у нас такой кружок был, мы собирали все, студентов брали, и проверка была на человечность. То есть, если он воспринимает это и понимает, что это эсперанто фактически, так что это язык Шагала и летности этой всей, то тогда он наш. И если сейчас вот такое же положение с белорусским, как и с идиш, фактически, это общее, мы должны... Почему? По-белорусски можно заговорить, когда мы вот будем вот это, заслужим. Вот будем знать, что вот исчезает это и это, тогда мы как-то вместе будем так ратоваться. Там же, наверное, знаешь, что фишбулга готовят. И это как раз и есть фишбульба. Традиционная еда бедняков. Картошка с луком и перцем, создающая иллюзию вкуса рыбы. Запах рыбы есть, а рыбы никакой нет. Бита. Галилашка. Wie gut ist uns Brüder in einem zu sein. Die Freundschaft ist saftig und sättig wie Bräut. Es ist unser Heiland, auf Freundschaft gewohnt. Весело. Главное, если бы это было пустое, оно бы не проживалось так на ученике. Ну вот ученица у меня сейчас, она в школе преподает, ну, еще учится и заочно, и она же, не зная языка, она наизусть выучивает. Значит, ей же это почему-то надо. Значит, на каком-то генетическом уровне. Да, на генетической есть какая-то память, да? Помимо всего здесь, это просто лингвистический шедевр такой. Ну вот фраза такая. In кладовке в полке стоит банки творения. Вот, мы там, когда учились вот в Вильне, когда говоришь эту фразу, ну а там же евреи приезжали со всего света, да. Вот, но им вот это in кладовке, полки, что такое полки? Что такое кладовки? Что такое кладовки? То есть там вообще каша, конечно, там может быть славянский суффикс, окончание немецкое, корень древнееврейский, приставка какая-нибудь немецкая. В общем, все может быть абсолютно разное. Но художественное. Все составлено чудным образом, да, каким-то непонятным состыковано и слеплено, и все держится. И самое главное, получается. Фишбульба получается, да. Вот, да, абсолютно верно. Из ничего делается все.
Финансовую поддержку в работе над словарем оказывает петербургский бизнесмен Андрей Горбенко. Я спросил его, зачем это ему нужно? Это как вот, когда замешивают бетон, то на куб бетона берут куб песка. А потом еще добавляют этот цемент, его как бы нет. Но без цемента бетон не существует, потому что песок остается песком. Он как бы растворяется вот в этой массе, но он отдает свою энергию вот этому песку, который становится бетоном. Да? И вот так же самое еврейский народ, который, так сказать, он как бы существует как вот, связующая вообще вещь этого всего этого мира. Я приехал в Минск накануне Дня Победы. Утром 9 мая я пришел на печально известную Минскую яму, где еще в советские времена был установлен памятник евреям, погибшим в Минске. Это единственный обелиск, на котором, несмотря на строгие запреты властей, было написано, что погибли не просто мирные граждане, а евреи, и сделана надпись на идише. Я прихожу часто сюда. Здесь лежит моя сестра с ребенком. Сидгивена погром. Сидгивена штубин, гетто, а республиканским подвалами было. Ну, мы цугинумен. Ну, до изгилегми от ликтами до кинда. Могу больше. Люди раньше собирались здесь в День Победы, доставляя много хлопот ГБшникам. В гетто во время войны моего прадедушку по маминой линии расстреляли, и он сейчас находится вот здесь, в этой яме. Его зовут Нема. Ну вот все, что я знаю о нем. До войны по улице Берсона был дом, большой двор. Там было много ребят. Паша девочка, Ромка мальчик, Моня, Рахим и Кира. Получилось так, что один сумел остаться в живых, а все остальные погибли здесь, в этом месте. Вечная им память. Замечательные были друзья. А я вот, видите, живой. Подпирая щеку рукой от житейских устав невзгод, я на снимок гляжу с тоской, а на снимке 20-й год. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Под зеленым ковром травы моя мама теперь лежит. Ей защиты не стал, увы, ненадежный Давидов щит. И кого из своих родных ненароком не назову, кто стареет в краях иных, кто убитый лежит во рву. И кого из своих родных ненароком не назову, кто стареет в краях иных, кто убитый лежит во рву. Завершая урочный бег, солнце плавится за горой. 21-й тревожный век завершает свой год второй. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет.
Пусть поет ей весенний хор, пусть минует ее слеза, и глядят на меня в упор юной мамы моей глаза. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Когда дедушка мне рассказал, что написал песню о Рохе, я чуть-чуть уже ревновала, почему обо мне ничего не написано. Но это был очень-очень красивый подарок. Потому что и его мама, и его внучка, у них одно и то же имя, и они очень похожи. Дедушка замкнул какой-то круг. Мой сын Володя в 1987 году переехал из Ленинграда жить в Израиль. Теперь он зейф. Там у меня 3 внучки: Рахиль, Двора и старшая Бася. Недавно она вышла замуж за Ушера, выходца из хасидской семьи. У Ушера 15 братьев и сестер и многочисленная родня. И все они говорят на идиш, как это и полагается у хасидов. Вот так идиш снова возвращается в мою семью. Круг замыкаю уже не я, а мои внуки. Меня зовут Александр Городницкий. Мне 75. В поисках идиша я проехал много городов и поселков и не нашел того, что искал. Но путь мой не был напрасным. Я впервые в жизни по-настоящему почувствовал себя евреем. За чертою оседлости горькой, посреди белорусских болот, в том местечке на лысом пригорке, где когда-то ютился мой род, где нужду и решения терпели, хуже не было их на Руси, иерархии жесткой ступени разделяли отверженных сих, и в конце вечерней пыли на последнем ее рубеже музыканты и нищие были. Дальше нету ступени уже. Не ищу себе предка дороже, а хочу, чтобы в прошлых веках затесался в родню мою тоже оборванец со скрипкой в руках. Я их вижу, худых и носатых, размышляющих о медиках, в долгополых кафтанах, заплатах, на высоких смешных каблуках, в тех шинках моего воеводства, где играли они
до зари, и смотрели на них с превосходством балагулы и золотари. Помню с детства отцовскую фразу: кем угодно, но не скрипачом. Как мне жаль, что я в жизни ни разу, никогда не играл ни на чем. Стану я одиноким и старым, и судьба приплетется за мной, как Бетховен в 4 удара, постучавший у двери входной. В этот час, когда дверь моя скрипнет, я хочу умереть налегке, ощущая потертую скрипку в потерявшей подвижность руке. Судьба моих предков, как пепел, черна и горька. Не дай моим внукам Всевышний ее повторить. Я с раннего детства родного не знал языка, и нету надежды, что буду на нем говорить. С чего начинается горестный этот подсчет? С расстрельного рва или груды пылающих книг? Язык умирает, когда умирает народ. Народ умирает, когда умирает язык. Дождливый ноябрь к снеговому идет рубежу. В покинутом доме входная распахнута дверь. С неясной тоской одиноким туристом брожу в еврейских кварталах, где нету евреев теперь. Зачем я живу, позабывшие племя и род? Убогий изгой, что от дедовских песен отвык. Язык умирает, когда умирает народ. Народ умирает, когда умирает язык. Варится на полке никем не читаемый стих. Веселые песни навеки умолкли вдали. Услыши, Израиль, детей неразумных своих, что в черную яму с собою язык унесли. Не может обратно земля совершить поворот. Рекой не станет засохший однажды родник. Язык умирает, когда умирает народ. Народ умирает, когда умирает язык. И все же, дружок, понапрасну над ними не плачь. Меж жизнью и смертью еще не окончился спор. Покуда на крыше печальный играет скрипач, и детский поет, заглушая стенание хор. Покуда в огне отыскать мы пытаемся брод, и старый учебник с надеждой берет ученик. Язык умирает, когда умирает народ. Народ умирает, когда умирает язык.